Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Байшева Олеся, учусь в 9 классе Малакайской средней школе Нюрбинского района. Закончила хореографический класс музыкальной школы, занимаясь в детском ансамбле танца «Овасас». Меня заинтересовал вопрос, может ли язык танца рассказать историю народа. Актуальность темы. В народных танцах важны не только эстетические, но и психологические, физические и нравственные стороны. Сейчас среди школьников стали модными современные спортивные ритмичные танцы. Поэтому хочу рассказать молодежи, что предки нам передали традицию и здоровый образ жизни через танец. Тема доклада «Народный танец – залог здоровой жизни». Цель – выявление влияния культа коня в якутских традиционных танцах, составление комплекса упражнений для укрепления здоровья учащихся, привитие любви к духовной культуре народа Саха. Задача – определить модель традиционных танцев по жестам и имитациям коня, выяснить влияние традиционных народных танцев на укрепление здоровья, исследовать анкетированное отношение респондентов к традиционным танцам, составить соответствующие жестам и имитациям коня комплекс упражнений утренней зарядки для учащихся. Гипотеза исследований. Если мы рассмотрим особенности влияния якутских народных танцев для укрепления здоровья, то докажем, что якутская народная хореография отражает не только национальный колорит, но и влияет на здоровье человека. Народные танцы, начиная с 1733 года, привлекли внимание путешественников, исследователей, фольклористов и ученых. После анкетирования создали комплекс утренней зарядки класса. Зарядка состоит из 8 упражнений на 3-4 минуты. Зарядка предназначена для школьников всех возрастов. Виды упражнений: встреча с солнцем, бейти, энергии, атактапси, кулум-кулуру, чахчаха, джерингай и расслабление. После работы пришли к такому выводу. О культе лошади в модели якутских танцев изучили исследователи Яков Линденау, Васлав Сирошевский, Эдуард Пекарский, якутские исследователи Алексей Клоковский, Балтон Аюнский, Сергей Зверев и другие. Впервые научное изучение народных танцев изучала Мария Жарницкая. Практическую и научную работу продолжают Августина Лукина, Сима Толстякова и другие. Движение имитации коня развивает традиционные движения в народных танцах Саха, укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает мышечно-двигательный аппарат. После соцопроса создали комплекс утренней зарядки и пришли к выводу, что элементы упражнений, во-первых, дают утреннюю бодрость, работоспособность, улучшение памяти, во-вторых, познают материальную культуру, проникаются его духом. Отсюда возникает потребность в изучении, сохранении и развитии традиционных народной культуры и духовных ценностей общества. Спасибо за внимание.